أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب فضيلة الذكر والفكر глава о превосходстве зикра и фикра, то есть поминание Аллаха и размышление про Аллаха из книги Канзуль Гирфан, сборника 1001 хадис Мухаммад Асхад аль-Ирбили. Мухаммад саллиллаху говорит: «Ида марартум бириядиль джаннати фартау, калу ама риядуль джаннати, кала хилаку зикри». То есть, и когда вы встретите на своем пути, когда достигнете садов рая, будучи в этом мире, то постарайтесь успеть вкусить плоды из этого сада, райского сада, говорит Мухаммад саллиллаху. Сахабы спрашивают: о посланник Аллаха, а что это такое сады рая на земле? Он говорит, что это халкату зикр, то есть места, где совершают зикр. Люди, сев в круг, халка, совершают зикр, то есть вспоминают Аллаха. Мухаммад саллаллаху обращает особое внимание на это. Это передано в Сунане Тирмизи в главе Даават. Этот хадис приводится. То есть сады райские, кущи на земле, это халкату зикр, когда люди все вместе собираются и джамаатом начинают поминать Аллаха. Что же такое зикр? Почему нужно поминать Аллаха? Да потому что Аллах Субхану ва Тааля в Коране, обращаясь к нам, говорит, что «Фазкуруни азкуркум». Если вы будете меня поминать, то я никогда не забуду вас. Я всегда буду вас иметь в виду. Если Аллах Субхану ва Тааля величайший, наш Творец, наш Хозяин, наш единственный Творец и тот, который нас кормит, дает нам достаток, дает нам жизнь в этом мире и убирает эту жизнь, Он говорит: я буду вас иметь в виду, поминайте меня постоянно. Фазкуруллаха зикран касиран, то есть вспоминайте много-много, часто-часто, говорится в другом аяте Корана. وَإِذْ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. И когда заканчиваются намазы, то фазкуруллах, вместе с джамаатом поминайте Аллаха. Или же стоя, то есть продолжайте читать сунна намазы, нафиль намазы. Или же сидя, куудан, это значит сидя, создайте какую-нибудь халку, место для зикра, то есть читайте Коран вместе, слушайте, возносите дуа, мольба, произносите ля иляха илляллах, ла хаулю ва ла куввата илля биллах, субханаллах, субханаллахи аль-азим, субханаллахи ва бихамдихи. То есть поминайте Аллаха, поминайте, говорит Аллах субхану ва тааля, зикран касиран, много-много, часто поминайте Аллаха. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون عن خلق الله. То есть это те люди, которые поминают Аллаха, стоя на ногах, сидя и лежа на боку, и размышляют про творение Аллаха. Они преуспевшие и в этой жизни, и в будущей жизни. Они преуспели. И они достигли довольства Аллаха. Постоянное поминание Аллаха. Афдалюль имани ан та'лама анна Аллаха ма'ака хайthuma кунт. Самая высочайшая степень имана, говорит Мухаммад саллаллаху, это признавание, то есть постоянно держать в своем уме и размышлять о том, что Аллах Субхану ва Тааля постоянно присутствует с тобой вместе. Некоторые говорят, что это куфр или что-то, говорят, что Аллах везде. Да, представление, в буквальном представлении говорить, что Аллах, Он везде, Он
везде рядом с нами, в буквальном понимании, да, но в смысловом понимании, что Аллах Субхану ва Тааля рядом с тобой. Инни акраб иляйкум мин хаблил варид. Я ближе к вам даже, чем ваша жизненная артерия. То есть жизненная артерия, насколько дорога нам и близка к нам, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что я ближе, даже чем ваша сонная артерия, мы ее называем жизненная артерия. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, что поминайте. И Мухаммад ﷺ вторит, что высочайшая степень имана – поминание Аллаха. Поминание это значит, здесь говорит, что «Ан та'лама анна Аллаха ма'ака хайту ма кунт». Где бы ты ни был, Аллах Субхану ва Тааля присутствует рядом с тобой. Это понимание этого, это и есть зикр. Как он присутствует? В слове «Ла иляха илляллах», «Ла иляха илляллах», «Ла иляха илляллах». Постоянное произнесение этого слова показывает, что Аллах Субхану ва Тааля рядом, в твоей душе. Он рядом с тобой. Он не где-то там, далеко от тебя. «Уджибу да'вата да'и». Я отвечу на мольбу просящего, говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Инни карибун». Я до такой степени близок, что я слышу, я знаю. Аллаху халякакум ва ма та'малун. Он создал вас, и Он знает, что вы будете делать через секунду, через минуту, в конце своей жизни или когда-то. Он все знает. Из-за этого мы постоянно должны поминать Его. Постоянное поминание Его, постоянное размышление о Нем, о величайшем Всевышнем Творце, вот это и есть величайшая, высочайшая степень имана, веры. «Афдалу дзикри ла иляха илляллах, ва афдалу дуаи альхамдулиллах». Самое превосходное поминание Аллаха, самый превосходный зикр – это «Ла иляха илляллах». Где бы ты ни был, ты должен повторять бесперестанно «Ла иляха илляллах». Тадждидуль иман – это и есть обновление веры, это и есть произнесение «Ла иляха илляллах». «Калимату таиба кашшаджарату таиба», говорит в Коране Аллах Субхану ва Тааля. Хорошее слово «Ла иляха илляллах», как хорошее дерево. Корни уходят глубоко. Никакой ветер, сатанинский, шайтанский ветер его не повалит, это дерево, потому что его вера крепка из-за того, что калимату таиба, постоянно присутствует у него хорошее слово «Ла иляха илляллах», «Ла иляха илляллах», постоянно присутствует в нем. И плохое слово, как плохое дерево, говорит Аллах Субхану ва Тааля. То есть все другие слова, все другие старания ради дунья, это как гнилое дерево. Поминайте Аллаха. Афдалю зикри ла иляха илляллах, ва афдалю дуа. И самая превосходная мольба, обращение к Аллаху, дуа, альхамдулиллах. Где бы ты ни был, в каком бы состоянии ни был, ты всегда говори «Альхамдулиллах», «Шукр лиллах», «Аллаха шукр». Всегда. Потому что если ты постоянно благодаришь Аллаха, и ты доволен тем, что Аллах Субхану ва Тааля тебе предписал в предопределении, и каждый день ты получаешь «Куллю яумин хуа фи ша'н». И каждый день Аллах Субхану ва Тааля ниспосылает свою милость тебе. Если ты это понимаешь, то ты достиг величайших результатов. И ты тот, которым будет Аллах Субхану ва Тааля доволен всегда. Всегда. Стремитесь, говорит Мухаммад ﷺ, достичь тех моментов, тех и найти, встретиться с теми людьми, которые сидят в круге сидят и поминают Аллаха, читают намаз, и после намаза еще остаются и поминают в виде чтения Корана. «Иннаху зикрун ва Кур'ану мубин». Чтение Корана тоже зикр. Некоторые вскакивают после фарза намаза и выскакивают на улицу и начинают глазеть на всякие харамные вещи,
и болтает несусветные речи, и потом говорят, что мы остальное дочитаем дома, так извините, пятикратный намаз Аллах Субхану ва Тааля нам дал, и мы должны завершить этот намаз. Завершить тем способом, так как завершал пророк Мухаммад ﷺ, в мечети, с джамаатом. Если ты читаешь, ты знаешь, что фарз будет 27 раз больше вознагражден. Сунна муаккада, это близкий к ваджибу, почти что ваджиб, как оставление ваджиба, оставление сунна муаккада. И ты это должен понимать. И то, что пустые речи, пустословие, лаху, приводит к джаханнаму, и только праведные слова, зикр, постоянное поминание Аллаха и размышление и рассуждение про Аллаха приводит к той счастливой жизни в ахирате, продолжение нашей жизни, которая называется раем. Мы всегда просим Аллаха и обращаемся к Аллаху: «О Аллах, сделай так, чтобы мы были праведными Твоими рабами, чтобы Ты был нами доволен и ввел нас в сады благодати, называемые раем, и уберег от огня гиены. Раббана, атина фид дунья хасанатау ва фил ахирати хасанатау ва кина адабан нар». Аллаху акбар.